Вы смотрите новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Россия на 36 часов вводит режим прекращения огня в зоне СВО. Решение принято с учетом обращения патриарха Кирилла. Якутяне подали свыше 5000 заявлений на оформление единого пособия. Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале Госуслуг. Известный видеоблогер встретил Новый год в Якутии. Наша съемочная группа встретилась с экстремалом. Россия с полудня 6 января на 36 часов вводит режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Решение принято с учетом обращения святейшего патриарха Кирилла. Соответствующие указания дал накануне президент страны Владимир Путин. Глава государства призвал украинскую сторону сделать аналогичный шаг и дать возможным православным гражданам посетить рождественские службы. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш приветствует введение России режима прекращения огня в православные и рождественские праздники по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Об этом в четверг сообщил представитель Генсека Стефан Дюжарик. Рождество является священным периодом как для россиян, так и для украинцев. Возможность того, что этому священному времени будет выражено уважение прекращением всех боевых действий, всегда приветствуется генеральным секретарем, заявил Дюжарик во время пресс-брифинга. Русская православная церковь сегодня отмечает рождественский сочельник, день особого строгого поста. Поздно вечером в этот день в храмах уже начинают совершаться торжественные ночные богослужения по случаю наступления одного из самых главных праздников христиан – Рождества Христова. В рождественский сочельник в храмах с утра обычно совершают продолжительную многочасовую службу – это царские часы, Великую вечернюю литургию Василия Великого. Традиционные богослужения сегодня проходят и в Преображенском соборе в столице республики. Сегодня в полночь православные Якутска соберутся в Преображенском соборе. Там начнется божественная литургия. Продолжится она и в 10 утра. В полдень завтрашнего дня пройдет таинство крещения, а в 16:30 всеночное бдение и таинство исповеди. Сегодня в полночь на телеканале «Якутия-24» смотрите прямую трансляцию первой рождественской службы в Преображенском соборе. Богослужение «Всеночное бдение» началось в Якутске. Оно совершается по вечерам накануне воскресных и праздничных дней. Оно не только освобождает душу от суетности и мрака грехов, но и помогает достижению духовного смысла грядущего праздника. Отмечается, что служение состоит из соединения вечерней с утренней и первым часом, причем как вечерняя, так и утренняя совершается более торжественно и при большем освящении храма, чем в другие дни. Это богослужение называется всеночным, потому что в древности оно начиналось поздно вечером и продолжалось всю ночь до рассвета. Самое главное понимание праздника Рождества Христова и погружение в смысл его происходит, безусловно, на богослужении, в храмовой атмосфере. Можно читать о Рождестве в Евангелии, и нужно. Можно смотреть полезные фильмы. Но все эти знания будут лишь отчасти. Богослужение же, которое имеет 2000-летнюю традицию, богослужение Рождества Христова, во всей полноте открывает вот это таинственное явление Бога на земле и, более того скажу, дает возможность ощутить Бога рядом с собой, что очень немаловажно в нынешних наших условиях одиночества, разобщенности и скорбей. Поэтому мое пожелание, самое первое и самое, наверное, важное пожелание — посетить храм в эти дни. Вы можете прийти на богослужение, можете прийти вне богослужения, но побывайте в храме. При проведении праздничных богослужений в Якутске перекроют ряд автомобильных дорог с 10 вечера 6 января до 4 утра 7 января. Так будут перекрыты участки дорог на улице Кирова, начиная от улицы Ярославского до Чернышевского, на улице Тургенева от улицы Октябрьской до Петровского и на улице Петра Алексеева от улицы Ушакова до улицы Жарницкого. Госавтоинспекция республики призывает всех участников дорожного движения учитывать эту информацию при планировании поездок и в праздничной суете. Не забывать о важности соблюдения правил дорожного движения и дисциплины на дорогах. В Сунтарском районе до конца года к высокоскоростному интернету подключат 4 села. Они были выбраны жителями Якутии по результатам голосования проекта устранения цифрового неравенства. Отмечу, что район стал лидером по голосованию. Из почти 21 тысячи голосов 5 тысяч поступило из этого района.
Мобильный интернет формата 4G придет в село Нахара, Тенькя, Таллон и Тойдах. Всего по итогам голосования жители республики выбрали 14 населенных пунктов в Алданском, Абыйском, Вилюйском, Кобяйском, Нерюнгринском, Тампонском, Усьмайском, Хангаласском и Чурапчинском районах. Сейчас специалисты проверяют там условия для подключения. По данным Социального фонда по Якутии, на 5 января 5221 заявление подали жители республики на оформление единого пособия для беременных женщин и семей с детьми. Всего по России на новую меру поддержку подали уже 5322 заявления. Оформление выплат открылось 28 декабря на портале госуслуг. Для семей из всех регионов страны, включая 4 новых субъекта. Работы по рассмотрению заявления отделения Социального фонда начали 3 января. В результате чего на сегодняшний день выплаты уже назначены более чем для 5000 семей. В республике соответствующие выплаты назначены 116 семьям. Помимо этого, часть заявлений родителей поступила на пособие первому ребенку до 3 лет. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 23 года, родители могут оформить выплату по ранее действующим условиям. Известный блогер Эркин Питерский якут справил Новый год в Якутске. Сейчас он работает над 2 проектами. Как отметил блогер, якутская земля вдохновляет его. Поэтому экстремал решил провести зимние месяцы в Якутии. Подробнее о проектах блогера в материалах Марфирины Алексеевой. Игорь Ермаков, известный нам как Эркин Питерский якут, усердно работает над монтажом фильма «Кочевники Ледовитого океана». Осенью блогеру посчастливилось в качестве видеооператора пройти уникальную экспедицию в Арктику на остров Бенетта. 2-часовую картину Эркин планирует показать на большом экране уже в этом году. Я сейчас этим летом ходил в экспедицию с Русским географическим обществом, якутским отделением. Я вот стал членом якутского именно отделения РГО. И мы сходили в экспедицию в Арктику на остров Бенетта. 2 года мы пытались это сделать. Это была 2-я попытка. И сейчас я сделаю фильм. Основная большая работа моя, то есть порядка 2 часов. Я хочу его в прокате, если сделаю качественно. Но сейчас основная это моя работа. Вот работа с фильмом. Документальный фильм, да? Ну, документально-приключенческий я бы его так назвал. Потому что он вперемешку все. Я хочу новый стиль выработать кинематографа, если получится. Был опыт ранее? Нет? Ну, первую часть я уже сделал. И когда мы сходили, неудачная была попытка. Это был мой первый опыт. Я с нуля вот сидел, не знал, как это делается, и сам придумывал. То есть уже один фильм есть, кусочек. Но, учитывая этот опыт, я делаю уже сейчас что-то более профессионально, хотелось бы. Новогоднюю ночь Эркин разделил со своими друзьями. Отметить этот праздник в Якутске он хотел давно. В этом году все сложилось как надо. С большим удовольствием я оказался в Якутске. Вот Новый год, посетил всех друзей. То есть для меня действительно этот Новый год такой оказался особенный. Потому что для меня Якутия стала такой душевным местом, в котором я себя чувствую очень комфортно. Несмотря на все эти трудности, неудобства, холод. То есть я в этом что-то свое нашел, и мне комфортно. Поэтому комфортно делать фильм сейчас. Нужно вдохновение, его много надо. И здесь я его именно вот ловлю. Когда я делал первую часть, я и в Питере делал. Там не то немножко. Вот как-то нет той атмосферы, которая нужна для того, чтобы что-то сделать такое качественное, хорошее. Пожалуй, самый популярный вопрос Игорю от подписчиков – почему Эркин? Оказалось, блогер выбрал имя по звучанию. Значение узнал уже позже. И захотел именно якутское имя. Вот такое у меня было желание. Я просто набрал в Яндексе якутские имена, перевод. Выбрал там список имен на первой же попавшейся ссылке. Сначала выбрал по значению, а потом уже стал по звучанию. И из тех, которые 10 мне понравились по значению. Вот Эркин было среди них. Но там было написано «Честный Эркин». Хотя это не так. Почему-то на этом источнике было так написано. Но мне Эркин понравилось по звучанию. Как я вот Эркин, как на Эркин, питерский якут. О, классно звучит, здорово. А потом узнал, что это тюркское имя. Я его значения не знал, когда выбирал. А когда уже меня стали знать как Эркина, мне стали говорить какое-то имя у разных тюркскоязычных народов. Что оно означает. Что там вольный, свободный, защитник, стена, у всех по-разному тюрков. Хорошее, говорят, имя. И вот есть такой момент, что имя нужно соответствовать имени. Мне уже спрашивали, ты готов? Взял на себя такое имя, вот, готов. Под эгидой столетия якутской автономии Эркин реализовал проект «Дружба народов». Это автопробег Санкт-Петербург-Якутск, а также сбор земли с каждого региона. 22 контейнера земли с разных регионов России были привезены и переданы Дому дружбы имени Кулаковского. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск.
Президент России Владимир Путин в четверг пообщался по телефону с 7-летним Давидом Шмелевым из Ставропольского края, чью мечту глава государства осуществил в рамках проекта «Елка желаний». Мальчик хотел приехать в Москву и посетить Академию Вооруженных сил России. Помимо этого, Давид хотел проиграть в хоккей, прошел тренировки по самбо и футболу, а также осмотрел образцы техники и космических аппаратов. На тренажерах участник «Елки желаний» провел стыковку космических кораблей, а также попробовал себя в роли командира ракеты «Союз». После этого Давид и члены его семьи поделились впечатлениями с президентом страны во время чаепития в Академии Вооруженных сил Российской Федерации. Всероссийская акция «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Ее главная цель – исполнить желания детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, а также с инвалидностью, детей-сирот или детей из малоимущих семей. Пятая ежегодная акция стартовала 10 ноября и продлится до 28 февраля. Алло. Давид? Да, привет. Это Владимир Владимирович. Как твое путешествие по Москве? Нравится? Вы вчера уже экскурсию совершили? Были в каком-то очень интересном заведении? Где ты был вчера? Скажи, пожалуйста. Москва. Да. Понравилось? Скажи, пожалуйста, что вы еще планируете? Что еще планируешь? На каток. Ага. А вот вы на каток пойдете, а ты умеешь кататься на коньках? Нет. Ну, может, попробуешь? Здорово. Давай тогда я попрошу своих ребят, там, сотрудников наших, они подберут тебе конечки и твоим тоже сопровождающим всем. Я слышу, мама тебе суфлирует, а мама подсказывает? Да? Здрасте. Здравствуйте, очень приятно слышать. И вообще хочу вас поблагодарить от всей семьи, что вы вообще поддержали такую акцию, как «Елка желаний». Вы такой пример показали, что, если честно, понятно, что мы все взрослые и детям хотим чуда, но мы в чудо поверили сами. Давид, я желаю тебе хорошего времяпрепровождения в Москве. У вас еще есть время. Покатайтесь, посмотрите, сходите на каток, в ГУМ. Уверен, что всем очень понравится. Приезжайте в гости. С Новым годом тебя наступившим и с приближающимся Рождеством. Спасибо. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.